Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Екатерина Гурикова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Сегодня в нашей студии Михаил Иванов, советник министра просвещения Российской Федерации, победитель всероссийского конкурса «Мастер года-2025» и гость не только нашей студии, но и нашего города. Вы к нам приехали из Салехарда. Михаил Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Вы в нашем городе первый раз? Да, как первый вас раз. Встретил Якутск? На самом деле, даже еще в самолете, когда мы подлетали к городу Якутску, утром, была ночь, темно, и в первый раз именно в самолете я увидел северное сияние. На самом деле, северное сияние просто как явление, я его видел много, сам живу на Ямале, но из самолета первый раз. Так что город встретил сначала очень красиво, а потом очень тепло. Не только в формате климата, потому что не сильно холодно, но еще и люди очень душевные. Спасибо вам за добрые слова. Также сегодня в нашей студии Наталья Ефимова, заведующая кафедрой Института развития профессионального образования. Наталья Николаевна, здравствуйте. Добрый день. И в нашей студии Карина Белолюбская, преподаватель Якутского колледжа инновационных технологий и участник триатлона «Педагогические Альпы». Карина Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо всем, что нашли время сегодня и пришли в нашу студию. График у вас плотный. Как раз в эти дни проходит триатлон «Педагогические Альпы». В нем участвуют молодые педагоги до 35 лет. И сейчас в эти дни проходит финал этого конкурса. Михаил Константинович, это единственная или, возможно, главная цель вашего приезда — посетить это мероприятие? На самом деле целей очень много, и мы работаем очень предметно и плодотворно. У нас такая насыщенная программа с утра и до позднего вечера. Конечно же, в том числе и педальпы, но и экспертная работа, и в целом посмотреть регион, какие есть успешные практики, потому что сейчас, как советник министра просвещения, для меня есть отдельная задача — это развивать региональные инициативы и проводить их в федеральную повестку. Если опираться на ваш опыт, то такое ощущение, что участие в подобных конкурсах — это необходимо для того, чтобы взлететь по карьерной лестнице. Ведь вы сначала победили в конкурсе «Мастер года 2025, а потом у вас такое назначение случилось. Да, в том числе. Это ждет победителей, а тех, кто просто участвует в этих конкурсах, наверняка для участников важен процесс, и что-то во время этого процесса молодые преподаватели приобретают. Наталья Николаевна, на ваш взгляд, что именно? В первую очередь, конечно, конкурс — это каждый участник делает вызов себе. И любой конкурс — это, скажем, площадка для профессионального роста. И, конечно же, это обмен опытом, новые знакомства. И, конечно, конкурс — это, так скажем, тест-драйв для каждого участника. Карина, расскажите, пожалуйста, о вашем опыте. Я знаю, что первый этап конкурса, вы все как-то быстро в январе успели, он проходил онлайн. Нужно было сделать визитку, рассказать о своем колледже, о том месте, где вы преподаете, и все это нужно было сделать с командой. Да, у нас были видеовизитки, у нас было 3 вопроса, на которые мы должны были дать ответ, и каждый участник отвечал на эти вопросы. А какие это вопросы были? Был вопрос о том, почему я выбрала систему СПО. Почему? Что вы ответили? Я ответила, что я всегда хотела, в принципе, чтобы моя работа, она несла практическую значимость, а в СПО мы как раз-таки готовим специалистов, которые сразу же после выпуска могут пойти востребованно работать. И как раз-таки на практике мы можем видеть свои результаты, когда студенты, они пользуются, они получают знания, они получают навыки, и они, соответственно, эти знания и навыки сразу же на практике показывают. Соответственно, это уже и есть наш результат. А сами вы закончили то же самое учебное учреждение, в котором преподаете? Да.
Как интересно, да? Кадры готовят сразу же. Михаил Константинович, что изменится для нашего города во время вашего приезда и после вашего приезда? Ведь цель советника просвещения, советника министра просвещения, чтобы улучшить профобразование. Завтра у нас будет очень предметная встреча с представителем одного из ваших колледжей, как раз по судостроительству. Сегодня мы посетили по туризму колледж, тоже очень интересно, да, колледж связи. И действительно, сейчас мы пригласили представителей вашего региона к себе на Ямал в апреле на чемпионат гостеприимства, который традиционно проводится в Салехарде. Это наша региональная инициатива, которая переросла уже, не побоюсь такого слова сказать, мы ставим амбициозные цели, и в этом году мы планируем вывести его на межнациональный уровень и пригласить представителей из других дружественных России стран. И, конечно же, ждем ваших представителей, студентов к нам на Ямал, а нас в, так сказать, обратную сторону пригласили поучаствовать в ваших региональных инициативах. Так что, да, уверен, у нас будет плодотворное сотрудничество между Ямалом и Якутией. Это обмен преподавательским опытом будет? Не только. И среди студентов тоже? И студенты. Потому что все-таки система среднего профобразования в России — это очень динамичная система. И она направлена не только для того, чтобы готовить студентов. А кто готовит студентов? Педагоги. Конечно же, сейчас важно и развивать... Вчерашние студенты практически. В том числе. И сейчас важно развивать персональные качества педагогов, чтобы они, в свою очередь, растили наших будущих лучших представителей. В Салехарде вы преподаватель многопрофильного колледжа. Да, я работаю в Ямальском многопрофильном колледже, веду предметы по специальности туризма и гостеприимства. Может быть, несколько слов скажете о вашем колледже. И наверняка это большая удача, что вы там преподаете, потому что вы сможете очень много сделать для этого учреждения. Да, наш колледж самый большой в регионе, 47 специальностей и профессий мы реализуем. Большой контингент, порядка 4000 студентов у нас обучается. Что хочу отдельно отметить, в нашем колледже порядка 50% это представители коренных малочисленных народов Севера. Ханты, ненцы, селькупы. И, конечно же, это для нас очень уникально, потому что к ним нужен отдельный подход, нужно немножко адаптировать программы. Это уникальность. И на самом деле наш колледж реализует специальность, одну из самых редких в нашей стране, это оленевод-механизатор. Ох, правда редкая. Да, я очень люблю наш колледж. В 22 году по приглашению мы приехали в рамках стажировки. Я влюбился в Ямал, в север русский, и остался. А сам я родился и вырос в городе Саратов. Получил там образование по направлению туризм и приехал на север развивать туризм на Ямале. Надо же, как интересно. А вот про техника оленевода, чем занимаются эти специалисты? Где они будут потом работать? Работают в бригадах, разводят оленей, участвуют в таком традиционном виде деятельности для коренных малочисленных народов. Оленеводством занимаются. И среди молодежи эта профессия востребована, популярна, идут? Конечно, потому что, вот как я и говорил, у нас очень сильная такая выстроена работа с департаментом КМНС, с ребятами, которые представляют коренные малочисленные. Их поддерживают, и это на самом деле очень правильно. Предоставляют бесплатное обучение, жилье, питание пятиразовое, одежду, сертификаты. И действительно, для того, чтобы сохранять уникальную традиционную культуру, нужна поддержка. А ребята, которые учатся у нас, они получают образование и продолжают делать то, что делали их родители, бабушки, дедушки, прадедушки, прабабушки. Но это на самом деле очень ценно, я считаю правильно. Нужно сохранять уникальную культуру, развивать ее. И на самом деле в моей профессиональной деятельности это помогает, потому что один из самых популярных направлений туризма на Ямале, да и в Якутии, это этнокультурный туризм. Спасибо большое, так интересно вы рассказываете. Прям я заслушалась. Наталья Николаевна, давайте к финалу конкурса вернемся. Наверняка дошли
не все к финалу. Конечно. И финальные мастер-классы, да, финальные мероприятия проходят на территории того учебного заведения, которое в прошлом году стало финалистом, да, победителем. Это в этом году у нас проводится на базе Якутского технологического техникума имени Юрия Александровича Готовцева. Они у нас уже второй раз стали победителями, да, это как бы рекорд. Но этот конкурс проводится с 2015 года. В этом году 19-й раз проводим. И получили на отборочном этапе рекордное количество заявок — 26 команд. Из них всего лишь прошли финал 8 команд. И вот они сегодня начинают уже, сейчас проходит первое конкурсное задание «Проектная мастерская». Команды состоят из 3 человек. А какие техникумы участвуют и на кого делаете ставку? Вы уже как человек такой опытный? Или пока об этом нельзя говорить? Конечно, я всех участников, молодых педагогов знаю, да, мы как бы постоянно с ними сотрудничаем, проводим разные мероприятия, поэтому каждая команда для меня очень дорога, и, конечно, надеемся, победит достойная и сильная команда. Вот про те этапы, которые были до финала, Карина рассказала, да, это была визитная карточка онлайн, а финал, что входит, как соревнуются эти команды? Финал состоит из 3 конкурсных заданий. Это проведение урока, второе — это внеклассный кураторский час, так скажем, да, и третье — проектная мастерская. Молодые педагоги получают педагогические ситуации, кейсы и находят оптимальные варианты. Угу. А будем называть заведения учебные, которые участвуют? Да, конечно. Угу. Это у нас Якутский коммунально-строительный техникум, Вилюйский профессионально-педагогический колледж имени Чернышевского, Якутский финансовый колледж, да, экономический финансовый колледж, медколледж у нас тоже очень активно принимает участие. В прошлом году на их базе мы проводили конкурс, да, и в этом году транспортный техникум в этом году принимает участие. У них первый конкурс педальпы проходили у них в Нижнем Бесьяхе. И в этом году мы очень рады. В финал попали команда колледжа инновационных технологий и Якутский колледж инфраструктурных технологий, это который приз ВУФУ. Вот 7 команд. Угу. Карина, поделитесь, как вам участвовать, насколько вы считаете, что ваши соперники сильные, если так можно сказать, или наоборот, вы как-то дружите больше, это не похоже на то, что это соперники, а наоборот, может быть, как-то по-другому относитесь? Сначала, конечно, когда мы сегодня пришли, мы все видели друг друга соперниками. Мы сидели все были такие скромные, все друг на друга смотрели, никто друг друга не знает, А после у нас прошел тренинг психологический, на котором мы все познакомились, нам провели игры, мы все познакомились, все такие дружные сразу же стали, и, соответственно, соперников теперь у нас нет, у нас теперь есть только коллеги и друзья. А какие ваши еще впечатления? Что вот вы в процессе приобретаете для себя, как для молодого специалиста? Конечно, это обмен опытом. Мы готовились к триатлону, 3 дня это было. И когда мы сначала готовились к отборочному этапу, естественно, мы ходили за поддержкой к нашим старшим педагогам, да, нашего колледжа. Потом, когда мы узнали, что мы прошли в финал, мы были очень рады, и, соответственно, опять началась подготовка, все было очень волнительно, и мы с моей командой, с Натальей Вячеславовной и Екатериной Александровной, мы тщательно к этому всему готовились, к 3 вот этим вот заданиям конкурсным, и было трудно, вообще у нас были трудности были с тем, что мы не могли
у нас же есть текущая учебная нагрузка, с которой нам нужно было это все совмещать, но мы все равно все задачи распределили, у нас все получилось. Сегодня мы прошли первый этап проектная деятельность, показали, как мы умеем анализировать, как мы умеем находить подходы к разным ситуациям. И я считаю, что мы сегодня это все успешно прошли. Ну и нас ожидают еще последующие 2 этапа уже завтра. Мне кажется, достаточно интересное такое времяпрепровождение, да, для молодых специалистов, и познакомиться, и как-то немножко отвлечься от основной работы. Да, все верно. И те техникумы, которые вы назвали, колледжи, да, в общем-то, профессии такие востребованные. А вот ту профессию, о которой сказал Михаил Константинович, это, конечно, действительно редкая профессия. То, что вы сказали, что вы мотивируете как-то, предоставляете жилье, мне кажется, это очень важно для молодых специалистов. И, наверное, это одно из таких ключевых, да, чтобы как-то какой-то интерес к какой-то профессии или возобновить, или, наоборот, помочь, приобрести. Ну, что касается привлечения молодых кадров, на Ямале с этим все достаточно очень все хорошо, потому что, ну, я сам приехал из Саратова, и вот мы сейчас ехали к вам на передачу, я показывал видео, когда ребята пересекали Северный полярный круг, загадывали желание, ну, чтобы оно сбылось, что нужно сделать? Остаться жить в Салехарде. На самом деле, да, вот все те желания... Вы загадали, и у вас сбылось. Да, все, что я загадывал, оно все сбылось, и продолжает сбываться даже то, что не загадывал. С этим что интересно. Ну да, поначалу нам предоставили жилье, нам выплатили подъемные в размере 2 окладов и достойную заработную плату, прям сразу, с самого начала. Ну и, конечно же, возместили затраты на переезд. Но вам уже как молодому специалисту или как студенту, вы говорите? Нет, как молодому специалисту. Как молодому специалисту. Ну и когда даже был студентом, когда только поехал на стажировку, все полностью было оплачено. Это очень приятно. Вы сейчас в эти дни наверняка очень плотно общаетесь с журналистами. Возможно, вам задают одни и те же вопросы. А есть ли какой-то вопрос, который вы хотите, чтобы вам задали, но его никто не задает? На самом деле все вопросы интересные, поэтому даже не могу как-то вот так вот сходу красную линию сделать. Что вам сейчас вот уже запомнилось из тех мероприятий, которые вы посетили? Что вот останется в вашей памяти? Может быть, вот из тех конкурсов, которые вы сейчас наблюдаете, проходят молодые специалисты? Может быть, кого-то вы уже выделили из студентов, из преподавателей молодых? Сегодня очень насыщенный день. Он начался с самого утра со встречи с главой Якутии. Да, действительно было интересно послушать про 4 трека, которые есть. Это и управленческий трек, и будущее, педагогическое сообщество Якутии, то есть школьники психолого-педагогических классов, молодые педагоги и уже представители государственных структур. Вот это запомнилось, первое. Второе, вчера я вот хочу высоко отметить уровень подготовки студентов по направлению туризма и гостеприимства, которые совсем скоро будут представлять свой опыт в чемпионате профессионалы. Студентка 1-го курса так хорошо говорит по-английски, я прям удивился. Так что, если вы меня слышите, привет вам. Сегодня также была такая мотивационная встреча в формате вопрос-ответ с моей коллегой, которая заняла 6-е место в конкурсе «Мастер года», с представителями системы СПО Якутии. Были интересные такие наши доклады. Было интересно мне услышать то, как она видит свою жизнь после победы. Ну и, конечно же, на самом деле для меня, вот если вернуться назад, да, в ту точку примерно, где сейчас находятся ребята, которые только думают пойти в конкурс, я бы хотел, чтобы у нас была такая встреча. Но, чтобы не кривить душой, такая встреча была. Спасибо. У нас остается минута до конца нашего блока. Может быть, какие-то пожелания тем, кто вот сейчас в эти дни будет соревноваться за звание лучшего? Ставьте амбициозные цели. Уверен, вы их достигнете. Это первое. Второе. Знаете, вот есть такая фраза, Циолковский ее говорил, и мне она очень нравится: невозможное сегодня возможным становится завтра. Так что вот нужно идти с этой фразой по жизни, и на самом деле все получится, если в это верить. Но вы как раз-таки пример
того, что все может получиться. Вы достаточно молоды, и у вас уже такие успехи в карьере. Я вас поздравляю. И спасибо, что вы нашли время сегодня прийти в нашу студию. Ну и спасибо, что нашли время приехать в наш город. Я думаю, что для нашего города, для среднего профобразования будут какие-то обязательно плюсы в связи с вашим приездом. Дорогие друзья, оставайтесь, скоро вернемся, короткие 4 минуты. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире в нашей студии гости. Я с радостью их представляю. Сегодня в нашей студии Василий Павлов, ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Василий Климович, здравствуйте. Здравствуйте. Я, как всегда, вас счастлива видеть. Также в нашей студии сегодня Михаил Чиросов. Михаил Михайлович, добрый день. Руководитель флагманского головного координационного центра по Республике Саха-Якутия имени Михаила Николаева программы «Шаг в будущее». Все верно? Верно. Ничего не напутала. Рада вас видеть. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в нашу студию. Как раз-таки мы будем говорить о республиканской конференции «Шаг в будущее», которая 30 лет в этом году, то есть такая знаменательная, солидная дата, и, конечно же, можно подвести уже итоги, говорить о результатах и о ярких событиях, которые прошли в рамках этой конференции. Василий Климович, я, наверное, сразу к вам обращусь. Расскажите, пожалуйста, о том, какие итоги для вас этого большого мероприятия. Да, 30 лет — это очень большой период, и в это время у нас появилось сообщество экспертов, да, так сказать, как раз помогает нам Академия наук, наш федеральный исследовательский центр, Якутский научный центр помогает, и Академия наук Республики Саха-Якутия, и самое главное, Северо-Восточный федеральный университет, который дает нам большое количество экспертов. В этом году было 400 экспертов. Работ было много, больше 1000, участников 1551. Ну и несколько, 120 ребят были онлайн. Приняли участие все районы, улусы нашей республики. Это такая огромная работа, да, дети приезжали со всех концов нашей республики, привозили свои научные работы, долго готовились, но это не один день, да, и несколько дней. Первый день — это такая большая, огромная выставка в Триумфе, это в спортивном центре. Это такая очень удивительная явление, где ребята должны много выступать на самом-то деле. И это все происходит. Можно увидеть просто разрез такой интересной научной активности школьников. Ну и следующие дни — это уже такая профессиональная работа наших экспертов, о чем может рассказать профессор Чиросов очень хорошо, потому что он является одним из таких главных, людей, флагманов, да, как раз, который ведет всю эту работу, очень важную, да, кропотливую работу эксперта, потому что от этого уровня зависит и качество работ детей, потому что все это идет, как говорится, большим локомотивом. Дело в том, что наука всегда идет постоянно, там не может быть перерывов, и дети, когда они эволюционируют, и их работы становятся еще лучше, потом идет такая память по научным проектам, да, и эти проекты еще и наследуются, и дальше развиваются ребятами в тех же школах, в которых вышли участники предыдущих наших «Шаг в будущее», Никия-Харды конференций. Михаил Михайлович, вам слово как главному человеку в этих мероприятиях. И, наверное, большая часть этих конференций прошла с вашим участием. Ну, надо сказать, что 30-я она по счету, получается, первая и 30-я, 29 с чем-то лет. Конечно, это огромный промежуток, и если вот так оглянуться назад, в свое время это очень было мудрое решение, когда мы немножко, правда, не сразу, как Москва начала присылать нам документы, мы подключились, и в этом плане надо назвать, наверное, 4 человека, которые сыграли выдающуюся роль. Это, конечно, Михаил Ефимович Николаев, именем которого мы попросили их по истечении времени назвать наш главный центр. Это единственный именной центр по стране. Единогласно было принято, и Москва в эту Нивауна, она очень, очень ценила Михаила Ефимовича, потому что он ее поддерживал, будучи уже в Совете Федерации в масштабе страны. Вот мы значение Михаила Ефимовича должны понимать не только для Якутии, но и для вот этой программы в масштабах страны. Потом, конечно, это первый председатель
нашего совета Ларионов Владимир Петрович, он выпускник МВТУ и БАУна и внесен, мы постоянно говорим об этом, в галерее выдающихся выпускников МВТУ, имени Бауна, МГТУ, там такие люди, как Королев, Туполев, то есть выдающиеся конструкторы, Шухов, и это люди, которые вписаны золотыми буквами в техническую элиту нашей страны, и он тоже там был представлен. Ну и со стороны МВТУ это, конечно, Федоров Игорь Борисович, академик Российской академии наук. Между прочим, когда мы только начинали, он был профессор, доктор наук, потом в дальнейшем стал академиком, и с Владимиром Петровичем они были знакомы, и вот этот такой контакт, выпускник, люди, знающие друг друга, просто это был такой мощный толчок. И, конечно, локомотив — это Карпов Александр Олегович, он сейчас председатель нашего Центрального совета, вышестоящей для нас структуры, в которых мы отправляем наших лучших детей. Ну и вот эта четверка, плюс подтянули советы, и в этом совете каждый человек выдающийся. Это и Крымский Гермоген Филиппович, это и Никита Гаврилович Соломонов, многие люди, которые и были, и есть, и дай бог всем нам здоровья, они сделали толчок. Это вот как раз представители тех структур, о которых сказал Василий Климович, и они обеспечили такой вот сразу мощную ауру и сразу подход институтов рановских. Программа начиналась с Якутского научного центра. То есть там поначалу думали, ну, будет там 100-200 человек нормально, но потом, когда пошел процесс и интерес большой, и родители увидели, какой эффект получают дети по возвращении, и потом были поездки в Москву, где дети там, первые годы мы просто там феерили, потому что такой отбор был, и дети подбирались довольно сильные, и потом уже пошел процесс, и мы уже перестали вмещаться в Якутском научном центре. И тогда университет просто сказал, давайте к нам, и в полном составе, это где уже 300, 400, 500, и уже такие пошли движения, и мы были вынуждены уже начинать квотировать наши регионы. Представляете, мы сейчас не можем вместить всех желающих, поэтому мы делаем фильтр отбора. Ну, в этом есть и свой плюс, потому что, когда преодолеваешь что-то, становишься сильнее. Поэтому, соответственно, мы сейчас уже видим, что вот в этой работе у нас оттачивается мастерство квалификации детей. Ну, тут Василий Алексеевич, он говорит про роль экспертов. На самом деле, это своеобразный треугольник. Учитель первичен, ученик как слепок. И учителю обязательно нужен консультант, ученый. Если он ученый, это хорошо. Но учитель может быть и сам ученый. Мы видим очень много интересных творческих педагогов, преподавателей доп. Образования. И вся система построена вот так. У нас в Якутии, наверное, мы от скромности не умрем. Одна из самых лучших в России систем, где когда вот Центральный совет смотрит, откуда точки вообще участвуют и делают. И мы когда говорим, вот это 3 миллиона квадратных километров, и она фактически вся живет программой «Шаг в будущее», вот так пошагово, ступенчато. Они говорят, ну да, у вас уникальная система, поэтому мы флагманский, как они любят нас называть, головной центр с большой квотой. Мы постепенно инициировали такую программу с близким названием «Шаг в будущее профессию» среди СПО. Это, между прочим, очень хорошая система. Среднее профтехобразование – это профессии. Они получают профессию. Школьники готовятся получить профессию. И, конечно, вот так постепенно мы дошли до 44 подсекций. Василий Климович о них говорил. О 13 направлениях больших и вот больше 1500 участников, плюс онлайн, потому что мы не должны делать так, что если дети не могут приехать по разным причинам, очень часто финансовые. Мы знаем, сколько надо перемещаться и денег иметь по Якутии. Поэтому мы идем навстречу, и, конечно, сложно раскрыть себя в онлайне, но, в принципе, там есть определенный процент дипломов. Плюс Василий Климович, он скромно не говорит. Мы всегда в публичных отчетах министра
всех министров образования, где наши параметры рассказывают, и нашей результативности. Плюс индикатор для оценки глав субъектов Российской Федерации по так называемой государственной информационном ресурсе, значит, ЛАНТы, дети. И вот у нас просто рос за последние 3 года от 4 тысяч записей до 9,5 тысяч. Вот Ниргуна Афанасьевна, я вот публичный отчет с январского это совещания пришли мы все, ну, это полуторный двойной рост. Плюс мы работаем по региональной модели образовательного центра «Сириус», который вот не только наука, олимпиада, но еще и спорт, и искусство и так далее. И вот все они вносятся туда. Если попадаешь в ГИР, то, соответственно, это помимо того, что через нее проверяется вот это соответствие, участвовал в перечневых конференциях, не участвовал, ну, такая система для контроля. Плюс это возможность потом на стипендии президента Российской Федерации, потом они дают возможность и детям в лагеря поехать, там определенные баллы, приглашения приходят в этой системе. Ну и это как бы стало такое вот сейчас модное слово «экосистема». Хотя я как биолог против, и Василий Климович, экосистема — это живое. Но вот когда эта экосистема такая вот работает, социальная система, да, то это пользу для общества приносит. Мы фактически образовательную систему совершенно поменяли за эти 30 лет, и она вот живет, дышит интеллектом. У нас в Якутии это очень хорошо поставлено. Но не было бы такого количества желающих попасть, да, стать участниками этой конференции, если бы не было вот таких бонусов. И вот вы сказали, что первичен учитель, а ученик вторичен. А бывает же, когда ученик превосходит своего учителя. Да, это очень правильно, и так и должна развиваться логика развития человечества, но толчок все равно дает тот, кто рядом. Ученые, мы все равно все-таки от школьников, значит, далеки, поэтому первые соприкосновения — это учитель. И, конечно, надо говорить о родителях, которые тоже являются в какой-то мере и учителями, и учеными. Поэтому вот эта система, надо еще добавить туда дяди и тети. Я в последнее время стал говорить бабушек, дедушек, потому что когда вот что-то надо нести расходы по финансам, родители даже меньше дают, чем бабушки и дедушки, потому что им... Вот семья, они семья вкладывают. полностью. Семья, да, это вот вся живет этим движением, и это очень важно. И олимпиадное движение тоже, между прочим, вот это же система работы. И потом мы еще многие конкурсы, которые от нас, вот, я считаю, в какой-то мере оттолкнулись, например, моя профессия IT, они тоже выстроены на этой же системе. Вот школа, управление образованием, это базовые, это вот надо их и всегда благодарить и хвалить, и потом республика, и дальше у нас ступеньки идут выше, Да. на уровень России, и не только шаг в будущее, но и больше 10 конференций. И когда говорила о том, что ученик может превзойти учителя, я про потенциал говорю, когда вот вы приходите с детьми, которые обучаются, видно, насколько они горят, насколько у них уже вот это будущее, прям настолько весь мир перед ними, действительно, они могут все. Вот я вспомнила Артём Мардин, да? Спутник Чолбун они запустили, да? Он вот рассказывал же, приходил в студию. Артём, конечно, яркий, но надо сказать, очень... упомянуть и Андрея Петрова, и Тимура Петухова. Конечно, Поэтому... расскажите про всех. Но это ребята, которые как раз самые были активные участники конференции. Они выставлялись еще, будучи пятиклассниками, да, так сказать. Мы сейчас как раз имеем юниорскую лигу, да, и как раз расширили возможности конкурса. И поэтому эти ребята уже активно сами занимались научными проектами, исследовательскими работами, и это очень сильно им помогло, потому что целеполагание и желание самого обучающегося школьника, оно совершенно важно, да, так сказать. На самом-то деле учитель может только донести вас до источника знаний, да, так сказать, а что вы будете, значит, пить из этого источника, это уже дело как раз самого обучающегося, да, так сказать, насколько у него все это загорится таким интересом, желанием, он будет искать везде. И вот я постоянно возил того же юного Андрея Петрова в разные международные конференции и прочее. Меня вот поражала его дисциплина, желание, целеустремленность, да, он таскал огромные книги на английском языке, схематроника и прочее, он читал их везде, да, так сказать, и по пути проводил исследования, да, мы даже летели
на самолете, он уже все в это время, да, так сказать, изучал там всякие возможности через свои приборы, которые он сам же и сконструировал. И это действительно поразительно, потому что человек уже с детства интересуется наукой, то, что происходит вокруг, замечает все это, записывает активно. И из этого как раз складывается наша картина окружающего мира, да, и вот он сделал так, что все это сейчас вот как раз мы сделали, и малый космический аппарат, он летает над нами, да, с первой космической скоростью 7,5 метров в секунду на высоте 540 метров в секунду. Да. Это 7,5 километров в секунду получается. Это да. так замечательно. Да, как раз вот ты говорила, что вы можете так вдохновить детей, что у них глаза горят. И вот почему бы не вложить деньги, да, родителям, бабушкам и дедушкам вот в такого ребенка? Я хочу сказать, что в данном случае учитель Юрий Николаевич Романов, он больше внес. Да, конечно. Мы-то в этом плане люди, которые их поддерживают, они, конечно, все благодарят Василия Климовича и Арсения Сергеевича за то, что он поддержка такая мощная была. Но Юрий Николаевич, учитель информатики, между прочим, физико-технического лицея имени Ларионова, это школа РАН, он был первичен. Потому что он нашел этих ребят, толкнул, сказал, что космос — это все. И если бы не было бы Юрия Николаевича, то не было бы ничего. Да. Поэтому, вот, соответственно... Да, хочу добавить, да, так сказать, когда тот же Юрий Николаевич был школьником, никаких конференций «Шаг в будущее» не было. Но его как раз подвигло то, что у него был самый замечательный учитель, да, так сказать, учительница, которая возила их, да, так сказать, сама находила возможность, да, и возила их в Москву, везде, в ВДНХ, они участвовали в различных таких мероприятиях, и в конце концов у самих появился такой интерес к науке, и то, что они смогли передать своим ученикам. Да, это большая удача у тех, кто приходит вот к вам, да, и как-то с вами соприкасается, потому что вы сами получаете огромное удовольствие от того, что вы делаете, от общения с такими детьми. Вы вот реально их вдохновляете. Понятно, что там много людей, есть учителя, но вы тоже делаете очень много и поддерживаете, как это прям великий труд, это большая удача. Да, дело в том, что мы видим на самом-то деле любую школу как сообщество. Если оно работает вместе, да, если ребята как единомышленники, да, так сказать, пытаются осознать, что они делают вместе, да, так сказать, найти выходы, найти разные способы, методы, тогда все это происходит очень хорошее сложение всего этого и успех, да, так сказать, дальше идет. А потом мы видим научное сообщество, которое вместе работает, да, такая коллаборация у нас сильная. Якутск в этом деле очень такой сильный центр научный и показывает, как можно работать с детьми, с молодежью. И действительно, это очень хороший пример на всем Дальнем Востоке. Я думаю, это уникальный опыт. У детей, с которыми вы приходите, у них вообще не стоит вопроса, кем быть и что дальше делать. У них уже все, у них есть план, у них есть цель, у них есть мечта. Это, мне кажется, настолько круто, это так дорого стоит, потому что не всем так везет. А вы так вот сумели их направить, сориентировать, раскрыть их, увлечь. Еще нужно сказать, что у нас в Якутске очень сильная космофизика. Это правда. Там 2 лауреата государственной премии, Ленинской премии получали несколько. И это показательно. То есть оттуда толчок, от науки. Спасибо вам, и пусть будет больше поводов для гордости. Слушателям и зрителям спасибо за внимание. Всем хорошего вечера.